Седьмой волонтерский всероссийский проект «Маяки дружбы» завершается. Результаты и достижения обсуждают в рамках круглого стола в правительстве. Здесь подводят итоги укрепления проекта, главная цель которого – межнациональное согласие через совместный, общественно полезный труд, просвещение и медийную активность. В рамках программы мероприятий проекта была запланирована организация экспедиции групп волонтеров по маршруту Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Республика Чеченская Республика в составе 45 человек из разных субъектов Российской Федерации, включая Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область. В Ингушетии участники с 24 октября. За это время они провели совместную экологическую акцию на территории музея-заповедника Эрзи и в селении Нестеровское. Очистили от мусора берега реки Аса. В рамках культурно-просветительской программы посетили башенный комплекс Бишт, смотровую площадку Пик Перевала и Ляжгинский водопад. Помогая людям полезным трудом и заводя новые знакомства, развивая межнациональные отношения. Я хочу обратиться к ребятам с новых территорий. Сейчас государство обращает очень много внимания на вашу инициативу. Мы предлагаем вам активнее, девиз вы помните, помогать, познавать, рассказывать, дружить. Предлагаем активнее, возвращаясь в регионы, реализовывать этот проект совместно с Республикой Ингушетия, совместно с Республикой Дагестан, совместно с другими регионами Российской Федерации. Мы вам поможем с точки зрения поиска ресурсов, написания заявок и так далее. Вот. Это вот тот результат, который мы хотим, нематериальный, который мы тоже хотим сегодня зафиксировать. В проекте в этом году приняли участие 45 добровольцев, представителей различных регионов России, начиная от Восточной Сибири до Центральной и Южной России. Они разделились на 3 команды, которые проводили работы в 4 регионах Северного Кавказа. Руководители групп сегодня делятся впечатлениями о проведенном в Ингушетии времени и поддержке, которую власти региона уделили их проекту. Мне, конечно, от лица всех маяков дружбы тоже очень хочется вас поблагодарить за теплый прием. Лагерь Эрзи, в котором мы провели 2 ночи, к сожалению, 2 ночи, потому что там было очень здорово, нам очень понравилось, невероятная природа, красивые башенные комплексы, очень доброжелательные люди. Я уверена, что это во всей Ингушетии, честно сказать, первый раз, вот так, чтобы еще и остаться на ночь, обычно как-то все время проезжаю мимо. Поэтому спасибо маякам дружбы, спасибо Федеральному агентству по делам национальности, но прежде всего спасибо вам за то, что вы нас так тепло приняли, гостеприимно. И я думаю, что каждый из маяков дружбы увезет в себе эту частичку тепла Ингушетии, каждый в свой регион. Заместитель председателя правительства Ингушетии Юсуп Зурабов подчеркнул важность проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» и высоко оценил его вклад в развитие межнационального согласия. Он отметил, что такие инициативы способствуют укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами, а также помогают создать атмосферу доверия и уважения. Вам спасибо за то, что отметили наш лагерь, отметили нашу работу. Я курирую направление, связанное с вашим движением, с молодежью не более чем месяц. Я просто поражен тем результатом, тем шагам, которые делает это ведомство, Комитет по делам молодежи. Без поддержки федерального центра, без поддержки его коллег и Адаму Абукаровичу было бы тяжело такие мероприятия организовывать. Всех благодарю, и поэтому хотел этой новостью поделиться. Даст Бог, этот лагерь, он будет круглый год. Проект включает в себя различные культурные и образовательные мероприятия, которые направлены на формирование единой социальной среды. Подобные инициативы не только обогащают культурное наследие России, но и способствуют интеграции молодежи, что особенно важно в условиях современных вызовов. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магас 24.